Красноярске. И сейчас мы поговорим с директором национального парка Аркадием Анатольевичем Семеновым. Парк создан в 1995 году, благодаря указу Михаила Ефимовича в 1994 году. Указ вышел, а в 1995 вышло постановление о создании Национального природного парка Ленинский Столб. С тех пор прошло уже 26 лет, 27, да? И парк существует. В 2012 году парк стал объектом всемирного наследия ЮНЕСКо. В 2019 году парк стал уже федеральный статус приобрел. Сегодня мы являемся национальным федеральным бюджетным учреждением, национальным парком Ленинские Столбы. Площадь парка, который составляет 1 миллион 217 тысяч гектар. В парке сегодня работает 66 человек. Это в основном госинспектора, инспекторский отдел. Есть отдел туризма, развития туризма и экопросвещения, есть отдел науки и развития биоразнообразия, ну и есть финансовый отдел. Кроме того, в 2020 году вышло постановление правительства о создании государственного природного заповедника Медвежьи острова. В 2020 году данный заповедник был передан в управление нашему парку. Поэтому на сегодняшний день администрация парка управляет территорией более 2 миллионов гектар. Я могу с большой уверенностью сказать, что с момента получения федерального статуса парк приобрел колоссальные возможности в сфере развития не только туризма, но и проведения работ по сохранению уникальной территории парка и сохранению биоразнообразия. Благодаря тому, что мы стали федеральным учреждением, мы увеличили штат практически больше, чем в 2 раза. Финансирование тоже на соответствующем уровне. Закупили огромное количество техники. Сегодня каждый инспектор национального парка имеет как снегоходную, так и лодочную технику, не говоря о том, что все средства связи и другой инвентарь. Поэтому условия для работы есть. Едем сейчас по трассе. Это какая трасса? Это автодорога УМНАС. Мы проехали Максоголовок сейчас. Именно благодаря поддержке правительства республики. Все-таки дороги у нас ежегодно проводят капитальный ремонт. Сегодня асфальтированная дорога у нас дошла до села Булгнихтат. И это очень здорово. Надеемся, что к 30 году такая же асфальтированная дорога дойдет до села Титары. И это на самом деле даст огромный толчок развития туризма не только в Кангаласском районе, но и во всей республике. А вот по логистике, сколько километров от Якутска до... До основного места, эта местность у нас Лабытя называется, где смотровая зона и все основные мероприятия производятся. С Якутска 220-230 километров. Это в среднем ехать 2,5-3 часа. Можно сесть и семьей доехать, да? Абсолютно верно. 2017 года мы в первый раз тогда пробили автозимник. Я уверен, что это было принято самое верное решение. Я хочу поблагодарить Министерство экологии в лице Сахамина Милановича, который в то время, будучи министром, нас поддержал и дал возможность реализовать данный проект. Сегодня он стал очень популярным благодаря автозимнику и то, что мы пробиваем автозимник прямо к подножию Ленинских столбов. Сейчас любая статистическая семья, имеющая автомашину, она может достаточно в бюджетном варианте добраться до нас, посмотреть все наши красоты, полюбоваться и вдохнув свежий воздух, отдохнуть в хорошем настроении, вернуться домой. Даже, к примеру, взять, если в 2017 году, в первый год открытия автозимника этого нас посетило всего около 3000 человек, да, то по итогам прошлого зимнего турсезона нас посетило около 17 тысяч человек. Это говорит о том, что за эти 6 лет популярность зимнего туристического сезона на территории нашего парка растет из года в год. Хотелось бы, чтобы все-таки и предприниматели приняли активное участие в
продвижении этого туристического сезона, в работе, совместной работе. Сотрудничаем со всеми туристическими фирмами, турфирмами, которые у нас работают. И, конечно же, ребята нанимают транспорт, привозят, кормят сами своих туристов. Но чтобы предприниматели непосредственно у нас на территории парка были на постоянной основе, работали. Мы сейчас занимаемся разработкой проекта развития территории нацпарка. По-новому говорят, это мастер-план, да. И на самом деле мы знаем, что есть определенные зоны, где возможно строительство объектов некапитального строительства для того, чтобы предоставлять услуги в сфере развития туризма. Построить это одно. Самый важный вопрос, кто будет его эксплуатировать и насколько качественно это будет. Во-первых, у меня нет специалистов, которые будут этими заниматься. Парк, основная наша задача — это сохранить уникальный природный комплекс, а не предоставлять услуги по туризму. Мы создаем условия для развития туризма. Должны взаимодействовать с бизнесом, чтобы бизнес пришел к нам и уже на определенных условиях предоставлял услуги для туризма. У меня же нету в штате ни горничных, ни рестораторов, ни поваров, никого. Должны заниматься непосредственно предприниматели, которые знают в этом толк. Уже 2 года подряд участвуете в каком-то федеральном конкурсе, да, для парков России, да? Есть такой? Да, есть федеральный проект сохранения биоразнообразия и развития туристской инфраструктуры. Мы 2 года подряд участвовали в этом проекте. Этот проект проводит наше Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации среди национальных парков. В этом году также стартовал данный проект, он проводится еще среди заповедников. Мы в этом году также направили заявку на него для участия, чтобы участвовать с заповедником Медвежьи острова. Я уверен, что у нас все получится. Что касается предыдущих 2 конкурсов, в 2020 году мы этот конкурс стали, можно сказать, победителями данного конкурса и получили субсидии, провели аукцион, построили на первом этапе мы построили 6 домиков. В прошлом году мы также участвовали в этом конкурсе и дополнительно еще заявились еще на 8 домиков. Думаю, что в этом году осенью мы сможем открыть хороший туристический комплекс для наших гостей в местности Усть-Ботом. Мы поняли, что сегодня туристический зон имеет огромный потенциал, огромную любовь жителей и гостей столицы, поэтому это мы будем развивать. Уважаемые друзья, с открытием очередного зимнего туристического сезона. Ура! Еще раз.